Ассаламу алейкум, друзья. Встретимся в горах Дагестана. Вот недавно был здесь камнепад. По-русски это будет Сограталь, а по ихнему родному языку это Сораль. Это башня и вроде мечеть там. Не знаем что, но потом спросим, уточним. И вон там крепость. Вот это администрация. — 49-й год. Салам алейкум. Сейчас проверим. Вот эта пещера. Здравствуйте. Я тебе сейчас замажу здесь. Не-не-не. Бисмилля. Бисмилля. По-моему, этого человека я... Вот здесь мы хлеб печем. Какой настойчивый. Заходите. Вот это место, где отдыхали его родители, то есть мама. Сядем. Место очень красивое. Еще приезжайте. Обязательно, обязательно. Очень интересная женщина просила нас, чтобы мы остались на чай. Теперь уходим мы в Чечню. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум, друзья. Приветствую всех на моем канале. Сегодня я решил поехать в горы. Давно не было видео у нас с гор. Решил исправить. Помните, недавно я закидывал видео. Это где-то вот здесь появится подсказка на это видео. Туда ездили наши старики. Вот ездили наши старики. Они ездили на самом деле вот в Зиярт, где похоронен наш большой авлия, устаз наших больших ученых Магомеда Ираги. Вот. И соответственно, когда они возвращались или ехали туда, я не знаю сейчас точно, когда они ехали туда, то есть ездили, они заехали к своим знакомым, скажем так. Там живет одна женщина. На видео слышно, как наш старик называет ее Патимат. Вот. Ну, это где они живут, вот именно они живут в скале. Вот где это видео я видел, они жили прямо в скале. Это природная арка такая, пещера большая. И прямо в этих скалах они сделали свои дома, скажем так. И мне очень стало интересно поехать туда. Поэтому сегодня решил туда поехать. Вот. Погода у нас летная, красивая, солнечная. Очень красиво здесь. Надеюсь, что в горах Дагестана тоже у нас погода будет летная. Тут у нас чуть-чуть ветерок, но посмотрим, что в горах Дагестана будет. Короче, эти старики меня вдохновили поехать туда. И, соответственно, самому посмотреть и вам показать это место. Если получится, более подробно. Вот. Поэтому смотрите, не переключайтесь. Сейчас я еду взять
своих братьев, чтобы одному не скучно было в дороге туда. Дорога нелегкая, вот от меня до этого места 250 километров. Вот где я живу, от меня до этой точки, там 250 километров. Надеюсь, вам это понравится, друзья. Надеюсь, вы посмотрите до конца, с начала до конца. И, соответственно, кто так или иначе зайдет на мой канал, просьба подписаться, ставить лайки и, конечно же, писать свое мнение. Именно комментарии. Не пошлости. Кто даже недоволен, кому даже не понравилось вот это все, пишите, что вам не понравилось, и пишите, почему вам не понравилось. Но гадости, вот это там, это не надо писать. Так что желаю вам приятного просмотра. Дорогу туда я снимать не буду, потому что вы все это все видели и не раз. Туннель Гимринский, где протяженностью самый длинный туннель в России, это 4350 метров. Дорога наша лежит в сторону Гуниб. От Гуниба где-то километров 20 примерно. В сторону Чох, потом село Сограталь. Ну, короче, вот в этом направлении. Село Чох. Вот в этом направлении. Больше говорить, много говорить не буду. Уже так много сказал. Все, едем туда. Встретимся в горах Дагестана. Желаю всем приятного просмотра. Вот недавно был здесь камнепад. Люди оперативно очищают дорогу. Эта дорога идет в селение Сограталь. Мы проезжаем рядом с селом Чох. Вот как-то так. Вот мои братья помогли и возвращаются обратно на машину. Вот прибыли мы в селение Сограль. Это Сограталь. Вот. По-русски это будет Сограталь, а по их родному языку это Сограль. Сейчас посмотрим, что тут написано. Короче, вот это один текст. Вот здесь второй текст. Третий текст. И четвертый текст. Вот наша машина. А вот не знаю, это что такое. Это башня и вроде мечеть там. Не знаем что, но потом спросим, уточним. Заедем в село, посмотрим, постараемся там снять видео. Все, не переключайтесь.
администрация, центр вверх и больница тоже вверх. Администрация Зиярат Магомеда Регинского. Ну, ну-ка знаешь, ты? Вот. Ярагского. Юрт, ну, аутова. Очень плохие дороги. Да, عاصمة بنوعلق. Вот мы заехали в село Сограталь. Чуть ранее закидывали видео, где наши старики приехали в это село и снимали вот здесь видео. Мне тоже было очень интересно приехать сюда, посмотреть что да как. Когда мы утром выезжали, дорога была очень красивой, то есть погода была ясной. Вот как мы заехали в Гуниб и обратно, то есть выехали из Гуниба, начался вот этот дождик. Не знаю, как на машине можно туда поехать или нельзя, но мы постараемся сделать разведку. Вот. И вон там крепость. Я не знаю, что это за крепость даже. Вот. Я не знаю, что это за крепость. Ну, постараемся разузнать. Тут еще одна мечеть старая. Ну, посмотрим, что у нас получится. Вот это администрация села Сограталь. Интересная тропинка. Ага. Интересно, сколько лет этому селу? Коня будет? Бац.
Саня бамбук. Интересно, где, вот по какой тропинке поднялись наши старики. Ага, есть дорога. А вот же что-то есть, походу. Ага. 49-й год. Граждане СССР имеют право на образование. В школу, по-моему. 49-й год. Школа. Гимназия. Спортплощадка. Салам алейкум. Так, мы заехали в село Саграталь, но оказывается, где эта пещера, где наши старики были, это еще не заезжая в это село было. Оказывается, нам объяснили. И сейчас я не могу вспомнить это село, вот это село, вот, которое сейчас действует. Это село в 1800 каком-то году основано. А раньше, говорят, это село было вот внизу. Короче, это село сожгли. И получается, они переселились еще выше. Сейчас мы идем к зиярту Магомеда Ярагинского. Надеюсь, мы идем правильно. Походу мы идем правильно. Архи кирдуй старый. Хархарван дуалдик. Сейчас проверим. — 1834-1919. Так, Сурухая хан II, Газикумыкский. Кому интересно, можно почитать вот здесь. Здесь покоится высокородный эмир и храбрый предводитель воинов Газиев Сурухая хан II, Газикумыкский, который правил Газикумыкским ханством с 1789 до 1820 года. Он поднял знамя антиколониальной борьбы народов Кавказа с царскими самодержавием и возглавляет борьбу горцев за независимость более 30 лет. Он был алимом, ученым богословом, также был хафизом. Выше всего он ценил ислам и отечество.
Бисмилля. Это была, походу, маленькая мечеть ихняя. После дождя тут мокро все, и обувь у меня тоже не соответствует к таким местам. Как я сказал, была очень хорошая, прекрасная погода, стало такой. Ходили дать? Чували, حاجة интересная мою систему. Чували, масло, чували. Бисмилля. Ну, арба я извиню в любом случае. Не так, да. الجامعة دارو رشيد أدوه دكتي ما شاء الله عليه Сейчас. Вот. Кто может прочитать? Так. Кто может прочитать? Прочитаете. Короче, друзья, походу, я не знаю, что здесь, или похоронит кто-то, или это как бы кровать такая, я не знаю. Но здесь есть плита надмогильная. Здесь есть паласы для молитвы, коврики. И походу вот эта сторона у нас именно юг, направление намаза. Кто может прочитать, прочитайте, переведите, будет интересно. Вот, походу, вот это был дом. Раньше такие люди, уважаемые, религиозные, они прямо были захоронены в своих домах. Скорее всего, это то же самое, наверное. Это был дом, когда он умер, его похоронили именно в своем доме. Dalga işte, dalga olmuyor. Вот здесь похоронен большой алим, Авлия Магомед Ярагинский. Яракский. Магомед Яракский. Извиняюсь. А это я вам показывал. Вот здесь, я не знаю, что там. Если там будет дорожка, поднимемся туда. Ну, Уэйсенлерза yok nach. Mestikş. Jo. Onda dolga хочу рао келоду, ветаца до. Нисма, нисма. Так, Дорик, видите?
Точно бас. Хаджир, хаджири? Холоды? Я знаю, что сейчас меня все ноги мои будут мокрые. Тем не менее, интересно подняться сюда, посмотреть, что здесь. Уже все ноги мокрые. Это обычное помещение. Тут коврик, кровать, все. А просто съену. Здесь покоится прах дочери имама Дагестана. Дагестана Магомед Гаджи Абдурахмана Суруги. Варисовой написать. 1877-1955 год. Короче, это старое кладбище, очень старое. Как мог, постарался вам это все показать. Ноги мокрые, насквозь промокли. Теперь идем к машине. Идем к машине и постараемся зайти туда, где побывали наши старики. Вот так вот. Все. Адыла. Так, мы спускаемся обратно. Да. Мы спускаемся обратно. Вот это башня и этот мечеть с минаретом, говорят, там музей. Если сегодня успеем, постараемся заехать туда. Если не успеем, извиняйте, друзья. Как доедем, постараемся вам показать. Все, уезжаем с села. Арыйте. Я просто беседка. Ну, иду. Ну, туда не поднимемся. Нух Битаги. Не адеквал Бог, да? Счастливой дороги, да? Вот. Нух Битаги. Счастливой дороги, наверное. Это не точно. Так. Вот примерно объяснение. Вот здесь дорога раздваивается. Там домики видны. Вот. Посмотрим, что это за место. Похоже на это. Машину поставим. Посмотрим. Вот, друзья, вот эта пещера. Смотрите. Вот эта пещера, вот это место, где были наши старики. Сейчас машину закроем. Вот это место мы пришли сюда. Ага. Там голуби, гнезда, наверное, там. Вот. Все, постараемся сейчас подняться, посмотреть, что да как. Ну, место интересное. Вот. Смотрите, вот очень интересное место. Наверное, хозяева нам ничего не скажут. Надеюсь на это. Надеюсь, нас не поругают.
Все, постараемся подняться, где поднялись наши старики. Смотрите, старая арка, арочная дверь. Следы животных, как этот человек говорил. Тут они держат домашнюю скотину. О, тут они держат домашнюю скотину. Вот это лепешки, сделанные из навоза. Зимой их кидают в печку и топят печь. А вот это пещера. Этот якобы навес природный. Так, интересно, здесь что у них? Ну это потом. Ома! А? Здравствуйте. Не снимем обязательно. Мы защитим. Вот там? Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? С Чечни. О, у меня в Чечнях друзья. Ты Патимат? Да. Вот, как вот раз. Масур мой друг. Вот, это старик. Мой брат. Вот, Да. короче, Брат. мы увидели его видео. Да? Да. Попросила меня не снимать. О, ну я Сняли любой. же они, да? Я не смотрела. Не, они там тебя не видно было. А дом, комнату сняли они, я знаю. Ну там не видно было. Не, комнату сняли, меня не снимали. Это комната вот эта или внизу? Да, внизу. У меня внутри скала в комнате. Да? Да. Но я вам не разрешу снимать. Почему? Потому что вы не Мансур. Ну мы же друзья Мансура. Вы же сверху красота же, да? Да, очень красивая. Только осторожно, идите, хорошо? Ага. Спуститься сможете? Там еще внутри колодец есть, я вам... Во, как раз хотели. Только подожди, да, я впереди пойду. Обогал я. Лишь бы вы не свалились. Все, правильно, Патима. Да? Правильно, Патимат. Я не люблю, чтобы мужиком что-то касалось. За мной идите. Угу, идем. Это потому что столетняя крыша, 100 лет за мной не идешь, видишь? Все. Все, правильно. Не идешь. Осторожно, вот так идете. Амир, именно по следам давайте. Потому что Опа. свалиться не хочется. Сейчас лестница здесь. Виртуозно спускаемся. Меня точно не снял? Ты на видео вообще видно не будешь. Я тебя вот этом... короче, я замажу вот твое лицо, тебя не видно будет. Я тебя сейчас замажу здесь. Не, на видео тебе не видно будет. Он замажет меня. Тоже меня. Фатима, ты можешь рассказать об этом месте? Я бы тебе микрофон дал бы. Вот. Нет, ничего я не буду говорить. Почему? Без комментариев. Ну, Радуйся, что я показала тебе. Ну вот поэтому я Баркала говорю. Вот смотри, ничего, без микрофона, без... Вот смотри, я сколько помню, я вот здесь была, и все. Раньше тут столько людей жило, Да? бабушек, в общем, на лето приезжали, осенью в село уезжали. А так это я уже и зимой здесь остаюсь. В общем, мне здесь очень нравится.
Ну, это Моя жизнь красивое здесь место. прошла, и мне А вот очень... название реки какая вот там внизу, которая? Это Аварская, Кайсу? Аварская Кайсу, она туда попадает. Вот это Аварская Кайсу, туда вниз вот это Вот идет, да? она, Расширяется до там. Гуниба, Там, она стекает, тут Чародинский тоже, Да, они да. смешиваются, и дальше уже Аварская Кайсу идет. а, Вот это одна из ее... ветки, да? веточек, да. А, А тут с Лакского района она течет по нашему. Дальше же Лакский район, где там снега. да. Да. Вот смотри теперь. Открываю тебе колодец. Меня точно не снимает. Не-не-не, тебя видно не будет. Мне без разницы, но я просто не люблю позировать. Правильно. Я даже молодая не любила, чтобы меня снимали. Не разрешала. Все. Колодец. Только осторожно снимай. Свет тоже сделай там. Только не дергай, хорошо. Ага. Чтобы эти голуби туда не лезли, я ее закрываю. А такая вода вкусная. Есть чашка? Материна. Бери, подай, дай-ка. Ничего, молодой, намазай. Ага, все, иншаллах. Только не бери, хорошо подключай. Угу. Так, бисмилlah. Это нет. Бисмилlah. По-моему, этого человека я видела. С Мансуром не приезжал? Точно? Маша Аллах. Нет, честно говорю я. Мой сын говорит, бабу, это сладкая вода, я эту воду вообще не пью. А в общих речах можно? Можно мы тоже? Чей, да? Он не отдает. Отдает. Маша Аллах. Алхамдулилlah. А это из-под камня идет сюда. А это не доказано, сверху идет или снизу идет. Это никто ничего не понимает. Маша Аллах. Ну, сколько И я сколько- помню, она идет. Сколько не бери, вот так остается, да, уровень? Ну, нет, конечно. Если А. я 3-4 ведра наберу, она заканчивает, А. набирается потом. Это примерно в Потихонечку сутки сколько набирается. ведров? Примерно. Сутки она, я же воду не набираю целые сутками. М, В этом году же сейчас же дождливо, Да. сейчас хороший наклон. А так, да, я закрою, дай. М. Я сама. Мудр. Бывает лучше, чтобы не доходили. Да, ай, уже такой. Фатима, а бывали случаи, когда вот от этого камня падали? Бывали, вот здесь коровы сдохли. Я маленькая была, я помню, оттуда откололась, а сверху вниз, оттуда сверху, не отсюда, не в самой пещере, а вот сверху Еще сверху. упал большой камень, и там умерли жена моего дяди и мой двоюродный брат. Вот внизу они живут, Да, конечно. их брат и мать. Дома тоже разрушили, да? Вот там прямо дом. Нет, они на улице, А ночью. ночью упал Да, камень. ночью, в 12 часов. На месте в А лепешку. вы не боитесь сами тут жить? Слушай, Все равно умерем. волка один боятся в лес не ходить, даже? Все равно день. туда Ну, идем. волка не боятся, можно и там жить. Может, меня река унесет. Где гарантия, что не унесет? Ну Я же да. каждый день вот эту реку перехожу. Да, правильно. Гарантии нет? Вот это река Аварская Кайсу. Так что Фатима, тогда посмотрим вот это место, следующий. Домик. Покажешь нам, пожалуйста? домик нет. Пожалуйста, покажи. Нет. Вам зачем дом? У Мансура просто- же с ним... Нет. Увидели же там? Ну, Там же видели, внутри скала и все. Это произведение искусства моего покойного отца. поэтому, Покойного отца. если красиво попросить. Нет. А вот эта печка у вас, там, Вот идем, еще снимешь. Идем, я тебе Мгм. покажу, где мы хлеб делаем. Тут снятина. Хлеб печем вот здесь. Это все сейчас заброшено у нас. Вот смотри. раньше больше вот это был, да, печка, или просто пожар был? Тоже люди жили. Слышишь? Бабульки жили здесь, под этой пещерой. На полу лежали, я помню, старые такие. Ну, для меня они старые, когда я маленькая. Ага. Мне казалось, видимо, они с моего возраста были, я даже не знаю. В то время, да. Может, чуть старше были, я не знаю. Но мне казалось, что они старые такие. Вот здесь мы хлеб печем. Вот так вот. Лепим сюда, как у этих
узбеков. Грузины уже бывает какой-то хлеб. Бывает по дороге тандыр продают. Да, но да, это не тот хлеб. Это чисто заграницкий здесь мы делаем. Шикарный хлеб. Да. Я Мансура угостила один раз. Он особо хлеб не кушает. Но Мансур, он здесь очень хорошо передвигался. Он как такой молодой. шустрый. Да. Он такой шустрый. Как? А дорога отсюда тоже есть. Ребята, не обязательно подниматься. Можно и отсюда уйти? Я покажу вам. А вот это тоже где-то вот тогда люди жили, да, вот в этих помещениях? Вот это двоюродная сестра. Ага. Это Моя который внизу тоже двоюродная сестра, младшая, у которой брат и мать здесь умерли. А. Здесь старшая жила. А внизу двоюродная сестра живет. Так что вот такая красота. Да. Красивых мест. Вот тогда. А вот эти лепешки зимой вот печку топите Дальше ими? сегодня топим, холодно же стало, Ну слушай. я имею в виду именно для печки да, готовите. конечно, да, для топки, да. Специально. Дрова сколько хочешь есть и эти. Вот так вот. Мансур приезжает каждый раз ко мне с гостями. Он при матери приезжал обязательно. Он оттуда платок ей принес с хаджа. Так что Мансур, вот внизу мой брат, кафе у него. Вот это, да? Вот это, где джип стоит. Ага. Кафе Андалал. Андалал. Так что, да. Туда Мансур ходит, и он отправил его сюда наверх. И вот так мы и познакомились. А, Мансур сперва туда приехал, потом он поднялся. Пришел, а там же кафе, и брат ему показывает, о, моя сестра там живет, моя мать с ней туда-сюда, а он поднялся и все. 3 года уже Мансур сюда ходит. Ну мы тоже сейчас вот в Зиярт ездили, вот Согратель, вот туда. Да, Аллах, чтобы Да. он принял ваш диалог. Аминь, аминь. Так что вот так вот. И в субботу он тоже приезжал, оказывается, когда на этот, на Патимат. Мавлид, на большой Мавлид. Потом Мансур еще одно место, где вот ваши родители отдыхали, он показывал это место. Ну там, где А вот моя эти мать, деревья. Да. это вот же дальше от меня, там внизу под скалой, вот кроватка, Где вот она очень лежала, красивое место. Можно посмотреть? да? Говорил. Вот какой настойчивый, скажи. Пусть Аллах тобой будет доволен. Нет, думаю, мне кажется, это же... Мне брат утром звонит, Фатима, говорит, ты такая у нас популярная. Я говорю, что случилось? Тебя, говорит, меня точно Да, на Ютубе показывают? есть. Меня точно? Нет, говорит, тебя не показывают. Ну, твой дом и все твои эти, говорит, уже на виду 11 тысяч просмотров. Я говорю, я Да. бутуру сделаю. Но я вот на моем канале тоже Ну, есть. я, конечно, рада, что вам нравится, что вы Очень. снимаете. Так, сейчас И нам так туда, меня да? достают все. О, тебя показывали туда-сюда. Не, вот смотри, вот Даже если это меня место. покажут, ничего позорного здесь я Нет, не вижу. вообще нету. Но я человек такой, я не люблю. Тебе сколько лет, Патима? Мне 60. Вот, тем более не старая. Ты больше меня знаешь. Не то, что больше. Я на 100 лет больше тебя могу знать. Вот. Потому что... От родителей. Вот. и это то же самое. О. Ну, мы потому что живем здесь, мы в горах живем. Вы в самом Чечне живете, да? Да. Ну, я Ну, специально ездила увидеть, Чечня ездила? посмотреть вот этот, как Грозный Сити. Издалека, когда в Георгиевск ездили, там мой дядя живет. Когда туда ехали, мы через Чечню проехали специально посмотреть. И вот этот мечеть Тадж-Махал. Не, Шали. Тадж-Махал, что у вас там есть? Не, похожий на Тадж-Махал. Ну да, это, ну мне говорили. Да, это белый мечеть, гордость мусульман. Все, это тоже, ну, мельком. Да, это гордость мусульман. Конечно, я выйти туда-сюда, обход сделать, у нас времени не было. Мы просто мельком посмотрели и все. Но Мне это, очень тоже понравилось. но это мечеть названа в честь нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот. И это мечеть гордость мусульман у нас получается. Заходите, снимать. Сюда подними обувь. Мать халя, Абубакр. Подними. Всем привет! Мы возрождаем нашу Вот здесь твоя мама жила, правильно? Вот эта скала получается. О, маша Аллах. Маша Аллах. Печку видишь, чай кипит.
Чай можно. А вот это лепешками, это, да? Да, то, что я делаю, да. Вот и дрова внизу. Да. Вот оно что. А вот это электричество Зимой. тоже включаете, да? Да. А вот у него сил не хватает, правильно? Хватает, ну, до утра пускай горит. А, теплая всё, вода, всё, чтобы всё. у меня на омовение было Все утром. правильно. Да, есть возможность, почему бы и нет. А вот каналы тоже, это интернет или это спутниковый? Это нет, это тарелка. У меня там сколько хочешь каналов есть. А, Я человек спортивный, я спортивный. все правильно. Вот. Там сзади еще можешь пройти, там тапочки есть. Я тебе сейчас там. А, На всё. теперь там сколько хочешь. Вот это то место, да, Где- которое? Вот, вот где Ага. отдыхала, читала газеты туда-сюда. А, Аккуратно снимай там. все, бакала. Так, друзья, короче, вот это место, где отдыхали его родители, то есть мама. Это как бы навес получается. Тут тоже, по-моему, печь. Что-то они готовят, варят. И тут тоже коровы. Ой, маша Аллах, маша Аллах. Вот самое главное, смотрите, как чисто все. Коровы чистые. Нигде не засрано. Лепешки складываются. О, маша Аллах. Друзья, тут очень красиво. Вот когда здесь можно отдыхать, вот сядем. О, маша Аллах. Маша Аллах. Место очень красивое. Просто шикарное. Поставь, я сама поставлю. О, я поставил. Твое Все. имя как было? Ибраим. А? Ибраим. Ибраим, Да. очень приятно. Патимат, взаимно. Я хочу вас чаем угостить. Как вы Баркаллах, баркаллах. теперь слушай от души. Дай баракат Аллах вам. Дай вам Аллах здоровья. И вам хорошие дороги. Спасибо, Батимат, что В разрешила общем, снять. приезжайте, все, разрешит. Тут дело не в разрешении. Я просто не люблю лишний вот этот базар. Базар Всё. не люблю лишний. Счастливо вам. Все, баркаллах, Патимат. Все, до свидания. Еще приезжайте. Обязательно, обязательно. Это красивые места. Там внизу можно отдыхать, там оттуда снимать, там же красота. Вот где это кафе, вот это место, Я да? же говорю, там брат внизу. Вот здесь, отсюда, здесь внизу вот это самый нижний дом двоюродной сестры. Вот эта крыша, которая. Да. Так что внизу брат, у него кафе, там это Мансур хорошо их знает. Все. В общем, поэтому из-за него он, Мансур, и ко мне попал кто-то сюда. Он очень привязался к матери. Все. Баркаллах Мансуру, что нам показал вот это место. И вам большое баркаллах, Спасибо. что разрешили и объяснили, что как. Allah даст, увидимся. Иншаллах. В общем, красоту показывай, кроме меня. Обязательно. Всё разрешаю. Иншаллах. Давай, Баркаллах. Короче, очень интересная женщина. Очень интересная женщина. Общительная. Если было бы время чуть-чуть остаться с ней на чай, она нам уже чай готовила. Вот в моменте вот отлучения меня, вот где вот его сад был, вот в тот момент она уже готовила чай. Короче, просила нас, чтобы мы остались на чай. Но время уже позднее, уже сейчас начинает темнеть, поэтому мы возвращаемся обратно. Теперь уходим мы в Чечню. Вот, смотрите вот на эту пещеру. Вот здесь она живет. Маша Аллах.
Так, все, по чуть-чуть спускаемся. У меня большая просьба вам, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Но не гадости, а именно или пожелания, или пишите что-то. Если вы не довольны этим, пишите ваше недовольство, но без оскорблений. Вот. Так что подписывайтесь. Будет еще интереснее. И теперь на фоне этого прекрасного места желаю вам всего самого наилучшего, всех благ. Берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар.